В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В Якутске с 11 по 14 сентября в рамках проекта «Школы городов России. Партнеры Москвы» работает делегация Департамента образования Москвы. В ее составе 8 человек, из них 2 директора крупных школ-комплексов. И сегодня гости нашей студии: Роман Фомин, директор Московской школы номер 2100, и Зоя Чернышова, директор школы номер 158 Москвы. Роман Александрович, Зоя Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о цели приезда в Якутск. У нас основная цель – это обмен опыта, посмотреть, какие перспективные практики существуют в ваших учебных заведениях. Также у нас мы готовы и транслируем опыт московских школ, потому что в последнее время московское образование добилось больших успехов. Наши ребята показывают высокие результаты. Вот, и мы открыты, мы делимся, мы перенимаем опыт наших коллег. Вот такая цель. И вот уже какие-то первые впечатления есть? Чем отличается образование столичное от нашего? Да, первые впечатления, безусловно, есть. Но, во-первых, нам бы хотелось бы, конечно, отметить гостеприимство наших коллег и готовность делиться своим опытом, своими инновационными практиками. Но что бросается в глаза? Это то, что, конечно же, в Москве лучше развита, наверное, какая-то информационная составляющая образовательного процесса. У нас полное отсутствие, например, бумажного документа оборота, когда здесь он, к сожалению, еще сохраняется. У нас в работе директора, в частности, и педагогических работников очень помогают электронные базы, электронные системы и, конечно же, городской мегапроект «Московская электронная школа», что намного облегчает и подготовку к урокам учителей, и делает уроки сами по себе намного интереснее и занимательнее. И что, естественно, не может не мотивировать наших учеников к дальнейшему развитию и к активному обучению. А ученики в Москве еще пользуются учебниками традиционными или электронные? Ну, конечно, ученики в любом случае пользуются и электронными учебниками, и бумажными. Но, как уже мной было сказано, тот городской проект, который мы реализуем уже в течение 2 лет, «Московская электронная школа», он содержит образовательный контент. Это и сценарий уроков, и атомарный контент, то есть это те задания, которые интересны в первую очередь школьникам. Это и видеофрагменты, и презентационные материалы, контент, который прошел экспертизу, и действительно он доступен, он проверен, он безопасен для наших школьников, и он используется как учителями на уроках, так и при выполнении домашних заданий нашими школьниками, и это дает возможность ребенку, уезжая вместе с родителями, например, в отпуск, не брать с собой 10 учебников по разным предметам, а ограничиться просто гаджетом, которые берут с собой и, собственно, с помощью этого электронного девайса смотрят, что происходит в классе, смотрят, какой урок был пройден и, собственно, что делать, да, какое домашнее задание. То есть в этом действительно колоссальное удобство для всей семьи. Но все-таки за цифровыми технологиями мы стараемся поспевать, но главной проблемой в Якутске остается переполненность классов по 35-40 учеников и, соответственно, в 2 смены. Вот как в Москве эта проблема решается? Ну, здесь бы я хотела передать слово своему коллеге. Ну, мы смотрим, посетили достаточное количество школ, гимназий, лицеев. Мы, конечно же, обратили внимание на количество учеников и в классах, и в то, что 2 смены, и плюс то, что нас Зоя Николаевна, наверное, удивила, что и суббота задействована в учебном процессе для нас, потому что суббота – это, ну, как сказать, городской день, когда у нас ребята пользуются ресурсами города, да, это музеями, парками, и они расширяют тем самым свой кругозор, что им позволяет добиться еще больших успехов. Ну, как бороться, да, я не знаю. Ну, в Москве есть, конечно же, школы тоже, которые достаточно наполнены, но как с этим справляемся мы, да, это мы задействуем практически все пространство, которое есть в здании школы, да, мы пытаемся полезно использовать каждый метр. Это рекреации, актовые залы, спортивные залы. Все идет. Каждый метр должен работать на то, чтобы ребенок получал хорошие знания.
А какие изменения в системе московского образования радуют вас как родители, вот глазами родителей? Это у нас Ну, на этот Зоя. вопрос буду отвечать я, да, как родитель. Я могу сказать однозначно, что именно как родитель, в первую очередь, я вижу большой плюс в тех изменениях, которые произошли в столичном образовании за последние 7 лет. Это, в первую очередь, создание тех больших образовательных комплексов, мы их называем большие школы, которые сейчас существуют. Какие возможности предоставляет такой большой комплекс нам, родителям? Ну, во-первых, это интеграция всех ресурсов самой образовательной организации. То есть это возможности пользоваться и материально-технической базой учреждения, и реализовывать программы и основного, и дополнительного образования. То есть сейчас в школах они действительно, эти программы интегрированы. Плюс ко всему, естественно, я понимаю как родитель, что отдавая ребенка, например, в дошкольные группы, знакомство происходит школы с семьей, с самим ребенком, с его особенностями. И дальше моего ребенка ведут на протяжении всей школьной жизни до 18 лет практически. И школа помогает мне, как родителю, видеть достижения ребенка. Плюс ко всему помогает с выбором дальнейшего профессионального пути, потому что именно классный руководитель подсказывает мне, да, собственно, и ребенку, да, что можно было бы выбрать, да, и как в школе, так и в городе, да, какие ресурсы городские можно использовать для того, чтобы сделать правильный жизненный выбор. И это очень здорово. Плюс ко всему прочему, сейчас в современных больших школах у нас есть и специалисты социально-психологической службы, это учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, которые занимаются и коррекционной работой с детьми. И здесь уже мне, как родителю, не надо возить ребенка из одного учреждения в другое, да, а потом в третье, чтобы получать все вот эти услуги. Да. Сейчас все сконцентрировано в школе. А кем себя ощущает директор такой школы, комплекса? Руководителем, организатором, политиком или управленцем? Я отвечу. Но у меня комплекс около 3000 человек. Да, это 9 зданий. У каждого здания это 6 садов, 3 школы. Кем я себя ощущаю? Ну, знаете, это в зависимости от ситуации. Это потому что большое количество родителей. Мы абсолютно доступны. Мой сотовый телефон висит на сайте школы, на всех информационных стендах школы. Любые вопросы, которые не могут решить мои коллеги, да, и не доходят до меня, я всегда в доступе, я их решаю. Но, наверное, тут я в данное время ощущаю себя политиком, да, какие-то вопросы. Плюс у нас школы – это часть нашего города. У нас неотъемлемы школы от города. Это часть инфраструктуры города. У нас открыты все школьные территории. У меня постоянно гуляют дети, родители. Какие-то вопросы возникают. Родители зачастую задают вопросы не только касающиеся формата именно школьной жизни, но и что происходит у нас в городе. То приходится отвечать. Ввиду, что больших комплексов, большого количества дел, понятное дело, что это есть целый ряд финансовых вопросов, да, в которых тоже обязательно нужно разбираться, за которыми нужно следить и за которые нужно обязательно отвечать. Поэтому в разный период времени чувствуешь себя в разной роли. Мы к этому все, директора московских школ, мы привыкли, мы в этом работаем. И для нас самое главное – это обучение детей, чтобы дети показывали ученики результаты, а все остальное – это уже наше. И все, что мы делаем вместе с нашими коллективами, направлено на то, чтобы ресурс доверия московской семьи нам, образовательным учреждениям, только повышался. Мы уже с вами поговорили о том, чем отличаются якутские школы от московских. А что вас заинтересовало? Вот вы посетили школы, сады. Отвечайте, что мы обсуждали, да, когда ехали сюда. Отличия, мы сказали, да. Что действительно отличает, чего нет в Москве, да? Например, мы были недавно на экскурсии в агрошколе.
где реализуется проект, который, в принципе, в Москве, наверное, не имеет смысла, да, существования такого проекта. Это проект, я так понимаю, региональный, который существует уже энное количество времени. Проект, направленный на возвращение жителей в село. И действительно то, что мы увидели, это и животноводческая ферма, и, соответственно, хозяйство, да, натуральное, и техника, которая является неотъемлемой частью, да, всего процесса сельскохозяйственного, это уборочная, посевная и так далее. И национальный компонент очень развит в этой школе. Для чего? Для того, чтобы школьников, жителей этого же села ориентировать на то, чтобы они были востребованы у себя же, да, именно там, где они живут, где они выросли. И как им после окончания школы запустить свой, например, фермерский проект какой-то, фермерское хозяйство, чтобы быть успешным. И это действительно здорово. Да, это востребовано, это здорово, но это та специфика, которая, на мой взгляд, является в чистом виде такой вот региональной, да, спецификой. Что еще увидели интересного? Ну, где это культурный компонент, да, где в гимназии, да, по-моему, это была, где реализованы, ну, полностью, проходя по этажам, по рекреациям, заходя в классы, можно полностью ознакомиться с историей Республики Саха и городом Якутия, Якутск. Поэтому у нас вот такого, да, мы не встречали. Вот это контрастно, прям вот на контрасте. Но мне хотелось бы сейчас, кстати, отвечая на ваш вопрос, затронуть тему не того, что отличает две системы, да, а что роднит две системы. Вот во всех школах, куда бы мы ни приезжали, мы увидели то, что действительно в Якутске семимильными шагами развиваются, например, IT-технологии. Что есть такие объединения дополнительного образования, как робототехника, да, потом различные кружки технической направленности, авиамоделирование. Профильное образование. Профильное образование и предпрофильное развивается. То, что школы города Якутска сотрудничают, например, в том числе и с ведущими московскими вузами. Да? Это и МГТУ имени Баумана в том числе, и это ценно, то есть мы понимаем, что нам есть о чем говорить с коллегами и продолжать наше сотрудничество. Спасибо большое за беседу. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.